Этот Новый год семья Киевых запомнит надолго. Видео снято 31 декабря. Окна, двери, крыша. От этого дома не осталось ничего, кроме 4 стен. Все случилось рано утром. Пока отец был на работе, а мама вышла за продуктами, дети остались одни. Младший сын Байсангур, которому всего 4 года, решил зажечь бенгальский огонек. Как только искры спустились до руки, ребенок испугался и выбросил игрушку, которая и стала причиной возгорания. Детей мы спасли, можно сказать. Документы кое-что, а больше ничего мы не смогли спасти. Загорелся это каркасный дом, построен он еще вот-вот только достроился. Строился он 5-6 лет. Из-за того, что-то не было возможности. Только вот, думаю, все, закончили строительство. Дом строили долго, вкладывали все заработанное. В теплый сезон отец семейства продавал скотину, а зимой черемшу. Долгожданное новоселье состоялось совсем недавно, а теперь снова приходится ютиться в тесном отцовском доме. На помощь погорельцам кинулось все село. Соседи помогли разобрать завалы, а глава местной администрации предложил обратиться за помощью в фонд «Солидарность». Сегодня сюда доставлены строительные материалы. Это блок, около 2000 блоков, это лес и также профиль. Все, что необходимо для крыши. Эти материалы сегодня доставлены на данное место. В 2013-м в селении Аршты также сгорел частный дом. Семья буквально осталась на улице. Тогда сотрудники фонда «Солидарность» отреагировали быстро и помогли восстановить семейный очаг. Глава села отмечает, в такие моменты важна поддержка не только финансовая, но и моральная. Он один день остался без имущества и без дома. И село, и район, и наша республика не осталась в стороне от этого. Хозяин дома даже не ожидал, что так будет. Он не верил, честно говоря, пока они не приехали. Потому что ему все давалось своими руками. А тут так получилось, что фонд помог ему. Сегодня ему привезли кирпич, чтобы полностью построить этот дом, то есть добить. Пока старшие разгружают строительные материалы на холоде, маленький поджигатель веселится на детском празднике. О том, что оставил семью без дома, Байсангур еще не понимает, а дедушка ласково прозвал его пожарником. Старшие уверены, самое главное, что никто не пострадал. Когда после пожара у нас такое ощущение было, что, думаю, все это остальное заровнять, да и оставить. Я благодарен нашему президенту Юнусбеку Баматкереевичу за такие вот хорошие помощи, и Магомеду Харсееву, что он так отозвался. Мы даже не думали, что вот такая помощь нам будет. Дом расчищен, строительные материалы завезены. Как только потеплеет, односельчане обещают помочь и в строительстве дома. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.